Все началось с того, что родительский комитет хотел построить навес для детей в 3-й Назрановской школе. Из-за сильных дождей там образовывалось много луж, через которые ежедневно приходилось проходить и детям, и самим родителям после линеек и мероприятий. Однако в соцсетях эту частную инициативу представили как принудительный сбор денег со стороны администрации школы. Мы уже второй год собираем деньги на козырек в школу, и нас просят сейчас не выносить и не афишировать эту информацию ни в какие соцсети. Мы не выносили, но уже идет предвзятое отношение к ученикам. Мы 3-й год собираем на ремонт новой школы, хотя этого ремонта не видим, так как школа новая, полностью отремонтированная. Сегодня девочка пришла и плачет, просит деньги, потому что их поругал завуч. Такой вопрос. Администрация города Назрань, образовательное учреждение в курсе всего этого. Сказали собрать 120 тысяч по желанию, но по принуждению, иначе идет предвзятое отношение к ученикам, и нам приходится молчать, чтобы не издевались над нашими детьми, которые учатся в 1-3 классах. По вопросу сбора денежных средств Министерство образования и науки Республики Ингушетия дает официальные разъяснения. В соответствии со статьей 101 Федерального закона об образовании в Российской Федерации, а также согласно уставу школы, любые взносы от родителей могут быть только добровольными. На самом деле директор нам отказала. Она сказала, мы подождем, потому что этот навес входит в проект, и он будет сделан. Но когда будет сделан, мы же не знаем. Поэтому родители сами решили организовать это все. Это все было сделано с подачи родителей. И ни один родитель не был против. Они все хотели, чтобы этот навес был. Став свидетелем этих обсуждений в интернете, свою помощь предложил спонсор, который готов помочь родителям в финансировании строительства. Также в сети распространяется и другая информация о задержке заработной платы учителям. Касаемо обращения о задержке заработной платы сотрудникам подведомственных образовательных организаций Министерства образования Республики Ингушетия, сообщаем, что заработная плата работникам подведомственных образовательных учреждений выплачивается регулярно, каждый месяц 30 и 31 числа в расчетном месяце и 15 числа следующего за расчетным месяцем. Данный вопрос находится на постоянном контроле нашего ведомства. В настоящее время финансовые средства на выплату заработной платы направлены на лицевые счета подведомственных организаций в полном объеме. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз 24.